Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амши-Укшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В этом году акция посвящена 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Арцинба. В Сухуми торжественно открылся первый международный турнир по карате Кёкусинкай. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал ряд указов по кадровым назначениям. Лев Квициня назначен министром по чрезвычайным ситуациям. Астамур Логуа – министром туризма. Баграт Боджгуа – председателем Госкомитета по репатриации. Роланд Берулава – председателем Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию. Адамыр Ахуба назначен начальником Государственного управления землепользования и кадастру. Роман Гвинджи – начальником архивного управления. Указом президента генерал-майор Дмитрий Дбар освобожден от должности начальника Государственной службы охраны. Другим указом глава государства назначил его председателем службы государственной безопасности. Первым заместителем руководителя администрации президента назначен Дмитрий Шамба. Заместителем руководителя администрации президента Батал Айба. Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. Получить его могут граждане от 18 лет, обладавшие абхазским или юго-осетинским гражданством на момент признания республик 26 августа 2008 года и не утратившие его на день подачи заявления о приеме в гражданство России. Граждане, проживающие в республиках, могут подать заявление в российские диппредставительства, живущие в России, в территориальный орган МВД по месту регистрации или фактического проживания. Выдача российских паспортов может осуществляться в Абхазии и в Южной Осетии. МВД Абхазии обязала администрации кафе и ресторанов размещать на дверях знаки, запрещающие вход с оружием. Контроль за соблюдением правил ношения и хранения оружия в республике усиливается. Особое внимание уделяется запрету на ношение в общественных местах. Правоохранители регулярно проводят профилактические мероприятия по всем районам республики. В МВД напомнили, что за хранение незарегистрированного оружия предусмотрена уголовная ответственность. На нарушение правил ношения зарегистрированного оружия – административное наказание. 11 рабочих групп было создано для изучения сельхозпроектов на местах в рамках реализации ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства 2025. Вице-премьер Вараздат Минасян, курирующий работу Минсельхоза, принял участие в еженедельном рабочем совещании. На прошлой неделе все рабочие группы завершили поездки по селам. Всего поступило на рассмотрение 487 проектов на сумму 292,9 миллионов рублей, что превышает и лимит по бюджету на 162,9 миллионов рублей. Как сообщил министр сельского хозяйства Беслан Джопу, существует проблема кадрового дефицита. Не хватает специалистов-механизаторов, которые могли бы работать на машинотехнологических станциях районов. Для реализации проектов по растениеводству республика нуждается в питомническом хозяйстве, где будут выращивать местные саженцы фруктов и субтропических культур. Все это требует определенных финансовых средств, а их не хватает, заметил министр. Вице-премьер изъявил желание совместно со специалистами и членами комиссии лично посетить участников ведомственной программы. Он также отметил, что одной из приоритетных задач, стоящих перед министерством, является обеспечение продовольственной безопасности страны. Председатель Конституционного суда Диана Пили, омбудсмен Анна Скишмари и делегация Минюста Абхазии во главе с министром Анри Барцис принимают участие в работе 8-го Петербургского международного юридического форума, который проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. Деловая программа форума включает в себя дискуссии, лекции, встречи, установление и развитие деловых контактов, заключение соглашения, обмен опытом и знакомство с передовыми юридическими практиками.
практиками. Форум объединил представителей юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообщества. Главная тема форума – право, уроки прошлого для мира будущего. Первая строительная выставка прошла в Гудауте. Форум-выставка «Амрастройэкспо» объединил более 10 абхазских и российских строительных компаний, предлагающие различные материалы и услуги в сфере строительства, дизайна, интерьеров, архитектуры. Главная цель выставки – дать возможность каждому посетителю найти нужный контакт и наладить сотрудничество. Создали такой форум для того, чтобы собрать всех представителей компаний с товарами, услугами, чтобы их увидели, можно было их продвинуть и чтобы вышли на рынок именно абхазские компании. Но, к сожалению, у нас сейчас абхазских компаний меньше, но мы будем делать ставку только на абхазские компании. Уже в дальнейших форумах более крупно будем уже выступать. Уникальная акция, предоставляющая широкие возможности ознакомиться с богатством культурного и духовного наследия Абхазии. В минувшие выходные в Сухуме прошла «Ночь в музее». В этом году она была посвящена 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. В Государственном музее боевой славы открылась выставка, посвященная этой юбилейной дате. А у входа в музей можно было увидеть служебный автомобиль Владислава Ардзинба ГАЗ-2410. В отделе этнографии Абхазского государственного музея была организована выставка «Все мы родом из детства». В литературно-мемориальном музее Дмитрия Гуля подготовили специальную программу, посвященную Владиславу Ардзинба. Столичные музеи посетили множество жителей и гостей города, в том числе премьер-министр Владимир Делба и министр культуры Даур Кове. Обо всем подробно в материале Гунды Шоуа. Основная цель культурной акции «Ночь в музее» – показать возможности и потенциал современных музеев, привлечь самую широкую аудиторию к музейному наследию и сохранить историческую память. В нашей стране акцию начали проводить по инициативе Государственного музея Абхазии. Как и всегда, в этом году музей подготовил очень интересную программу. Столичные музеи посетили множество жителей и гостей города, в том числе премьер-министр Владимир Делба и министр культуры Даур Ковы. Это наше и культурное, и духовное наследие. Уникальную возможность дает людям знакомиться с историей нашей страны, в том числе через такие дни, как День музея. Это очень важно. Одновременно много функций выполняет этот день. Знакомит шире людей с достоянием народным, естественно, вовлекает в эту среду больше молодежи. Вот я смотрю, здесь столько молодых людей, тоже очень хорошо. Популяризация самой профессии работника музея. Это очень важно. В отделе древней истории впервые показали уникальные предметы, различные артефакты, выполненные из золота и серебра. Данная экспозиция приурочена к 80-летию со дня рождения основателя современного абхазского государства. Как известно, Владислав Ардзинба до начала своей политической карьеры был известен прежде всего как ученый-востоковед. Он внес ценный вклад в научное кавказоведение. Его работы в данной области имеют важное значение и не теряют своей актуальности и сегодня. Открывая мероприятие, директор Абхазского государственного музея Аркадий Джобуа отметил важность подобных акций. Владислав Григорьевич Иску. Владислав политик Владислав царовой дук я хасабала, а гисуздивом дохнул галаги изухана, а уйду якон и псатабзиха тхагхайтаха. Я амта за айцасбхаза, я хаяха хгу издуб я хаяха игхрах нипшуетаха тхаготи рахатаги. С
Специально для этой ночи отдел этнографии подготовил экспозицию под названием «Мы все родом из детства». В ней были представлены предметы быта, игрушки и одежда, отражающие детство разных поколений абхазов. Посетители с удовольствием вспоминали свои детские годы, рассматривая старинные колыбели, деревянные игрушки и национальные костюмы. Экспозиция стала своеобразным путешествием во времени, позволяющим гостям окунуться в атмосферу прошлого и вспомнить о своих корнях. Здесь показаны из коллекции нашего музея хранилища, даже самые интересные агаровка мы сюда представили. Очень интересная вот эта люлька, посмотрите, очень древняя, да, очень древняя, уникальная. И потом здесь показано, как собирают, в общем-то, люльку, да. Самое интересное — это матрас. Если вот потрогать, это внутри забито самшит. В рамках мероприятия состоялся концерт с участием абхазо-адыгского ансамбля под руководством Сабрины Пкин. Государственный музей боевой славы также распахнул свои двери для посетителей в эту волшебную ночь, организовав расширенную фотовыставку редких фотографий известного абхазского фотографа и журналиста Владимира Попова. Самым главным и востребованным экспонатом выставки стал служебный автомобиль Владислава Ардзинба ГАЗ-2410. И наш Владислав Григорьевич Ардзинба, наш первый президент любимый, тоже ровесник той самой победы. Ему тоже 80 лет. И поэтому мы решили сделать фотографии, новую фотовыставку, исходя из того, что у нас не было ранее. И мы захотели в более широком формате это сделать. Вот подготовили 75 фотографий, конечно, не все здесь поместилось. Мы не успели посчитать, сколько мы здесь поместили, но осталось где-то вот порядка 10 фотографий. Не только вот в этом зале, постоянно действующий зал у нас есть в Владиславе, и еще один зал тоже подготовлен для сегодняшнего дня. В рамках акции также состоялась выставка эссе студентов филологического факультета Абхазского государственного университета отдела журналистики «Владислав в моем сердце» на абхазском языке. Идея проведения данной выставки принадлежит декану филологического факультета Баталу Хагуш и профессору Екатерине Бебе. Владислав Сарасгоча. Дарази харакны мепкан хапснупе университетакна абри абаси пшику ачар гоча дзипшрузи Владислав. Владислав дара и рабчабадрым бацыз дара купшку ахаззакай их дзиркна ирхази ругвитаз ругваканзи яаваза чухука. С каждым годом ночь в музее привлекает все больше посетителей. Это не просто развлекательное мероприятие, а возможность по-новому взглянуть на историю своей страны и ощутить связь времен. Стараемся часто посещать такие мероприятия, нам очень нравится такая тематика, и пытаемся влиться потихоньку в культуру Абхазии и развиваться в этом плане. Ночь в музее – международная культурная акция. В первый раз она прошла в 1999 году во Франции. Абхазия присоединилась к движению в 2015 году. Кунда-шоу «Раму Камки» – абхазское телевидение. Фотовыставка Сергея Лидова, посвященная 80-летию первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, открылась в Доме Москвы в Сухуми. На ней представлены 19 уникальных фотографий, на которых запечатлены важные моменты жизни и деятельности Владислава Ардзинба. Я рад, что смог оставить след для страны и всего народа, запечатлев великого человека Владислава Григорьевича Ардзинба, сказал Сергей Лидов на церемонии открытия выставки. Он подарил фотографию Владислава Ардзинба посольству России в Абхазии. Выставка продлится до 23 мая. В Сухуми прошел первый международный турнир «Абхазия Опен Куб» по кёкусинкай карате. Соревнования были приурочены к 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. На татами в стенах детско-юношеской спортшколы сошлись 157 спортсменов из Абхазии и России. Подробности в репортаже Гугуце Вардания.
Торжественное открытие состязаний началось с песен о родине и зажигательных абхазских танцев. Перед спортсменами и зрителями выступили молодая певица Валерия Перцхелия и детский хореографический ансамбль «Абаза». Первый международный турнир Абхазия Open Cup по кёкусинкай карате посвящен памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзенба. Символично то, что мы проводим такую великую дату 80-летия Владислава Григорьевича Ардзенба, человека, который нас привел к тому, что мы сегодня есть, нас слышат, знают. Наша федерация республиканская входит в международную организацию ИФК. На татами сошлись 150 юных каратистов в возрасте от 6 до 17 лет. География команд охватывает регионы России, Московскую область, Краснодарский край, Ростовскую область, Крым, а также Южную Осетию и Абхазию. На данный турнир приехали братские республики Северного Кавказа, из республики Чечня, Южная Осетия, много городов Российской Федерации. Он будет проходить несколько дней. Насыщенность, вы видите, какая. Каждый спортсмен хочет доказать свой профессионализм. И открывая сегодняшнее мероприятие, мы всем нашим ребятам, спортсменам, гостям пожелали, чтобы они стали такими же достойными сынами своих республик, как наш великий Владислав. Это настоящий праздник спорта, говорят участники. Первый международный турнир по кёкусинкай карате ждали с нетерпением, отмечают спортсмены. Готовились долго, тщательно отрабатывали приемы. Среди тех, кто занимается этим непростым видом спорта, много девочек. Сегодня каждая из них готова бороться за призовое место. Некоторые говорят, что это не для девочек спорт, но я все равно настаиваю, чтобы я ходила на карате. Мне это нравится, и я должна заниматься дальше. Я занималась фортепиано, мне не понравилось, я не смогла, и я бросила. Я училась 5 лет в фортепиано. Потом я пошла на рисование, тоже бросила, и вот больше всего мне понравилось карате, и я вот осталась. Ты уже выступала? Да, я выступала, сейчас пойду в финале, буду за победу драться. А брат что сказал, когда ты сказал, что хочешь пойти заниматься карате? Он сказал, он удивился сперва. У меня 2 старших брата, они сначала пошли на карате, я тоже посмотрела тренировку, и мне понравилось. И я сказала маме, я тоже хочу на тренировку пойти. Я 1 раз позанималась, мама сказала, чуть-чуть позанимаешься, бросишь. И я так и хожу уже 5 лет. Я занимаюсь карате 5 лет. Меня привела мама, я хотела заниматься спортом, и меня привела мама, и мне очень понравился этот спорт. Ну, я как-то сказала папе, и он меня привел. Думала бросить, но сейчас уже не хочу. Я хочу заниматься, дальше ходить на карате. Первый международный турнир Абхазия Open Cup по кёкусинкай карате организован Комитетом по делам молодежи и спорту. Генеральный спонсор соревнований – компания «Аквафон». Этот турнир очень значим. Мы с особой теплотой относимся к подобным спортивным турнирам. Нам очень отрадно видеть, когда детишки приехали со многих городов России и Абхазии. Видно, что у них горят глаза, у них есть огромное желание к победе. Спорт – это всегда про нашу молодежь, про наше будущее. Это очень важно. Мы всегда трепетно относимся к подобным проектам и поддерживали, и будем поддерживать. В церемонии открытия турнира приняли участие начальник управления по делам молодежи и спорту столичной администрации Эльза Хагба, главный судья соревнований, судья международной категории 6 дан Василий Гогушев, тренер команды Республики Южная Осетия Батрас Лалиев и другие почетные гости. Победители первого международного турнира Абхазия Open Cup по кёкусинкай карате наградили медалями, кубками и грамотами. Мероприятие прошло масштабно и ярко. Гугут Савардания, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 20 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и днем без осадков. Поздним вечером местами возможен дождь, туман. Температура воздуха ночью плюс 8-13 градусов, днем плюс 19-24. Температура морской воды плюс 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.